одинаковое, то есть какое-то божество называют одинаково, то есть что-то одно просят, но мотивы от села к селу, от ущелья к ущелью разные, а колыбельная, вот именно вот эта, она одна, то есть другого мотива нет. Как? Батразу сколько мелодий? Батразу мы тоже, вот эту мелодию мы учили по аудиозаписи, она была сделана в 1962 году. Сказитель был Томай Темешерби, он жил в Куртатинском ущелье. Нет, я хочу уточнить, правда, что каждому герою только по одной мелодии? Я слышал это, но мы не можем это сказать. Мы настолько еще это не знаем, да, мы не можем сказать. Как? Сборник «Астинские песни». Не, ноты мы не используем. По-моему, вот то, о чем вы говорите, там больше, ну скажем так, попса 20 века. Такие песни, напевы, которые в селе пели после революции. А вот у меня вопрос. Вот скажите, вот то, что вы поете, вот этот бас такой, да? Вы сначала, когда вы начали только петь, вы пели очень-очень тихо. Тихо-тихо. Это вы специально, чтобы было слышно инструмент, голос, или это вообще так тихо поется? Это зависит от жанра, от конкретного. То есть могут и тихо петь очень. Бывает такое. Или от ситуации. От жанра, от песни. Ну, смотря какие слова, например, в песне. Вот там настроение в песне меняется. И, соответственно, когда запевала поет выше, ну, выше как? Выше, громче. Да. Тогда и подпев, соответственно, да, поднимет. Ну, или по словам. И вот еще у меня вот по поводу трудовой песни, которую вот вы пели. Вот было такое ощущение, что там уже какая-то обработка музыкальная. Ну, это мы как ансамбль, да, сделали такую обработку. Вы сделали уже да, такую конечно. обработку. Кварта квинта называется пишем фандер. Пиш – это волос. Ну, знаете как, они вообще, раньше они были двухструнные, позже стали трехструнные. Но вот у двухструнных было два строя, кварта либо квинта, в зависимости от того, что сказитель, ну, не обязательно сказитель, исполнитель, что он играет. Здесь три. А здесь три. У нас нет четырехструнных. Четырех у нас не, уже до нас они дошли, то есть в советское время, ну, начало 20 века, они уже были двух-трехструнные. Но как бы профессор Феликс Алборов, композитор, он в своих трудах говорил, что, скорее всего, раньше были двухструнные, позже стали трехструнные. Еще что-нибудь нам сыграйте, потом Андрей Сергеевич хочет нам сказать. Вы сыграйте что-нибудь такое, чтобы вам было тяжело, чтобы вам было трудно. Мне вот такое впечатление, что вас очень Что-нибудь самое все, что вы трудное. сделали, Самое трудное. Ну, давайте тогда песню тяжело. Вы имеете в виду тяжело что? Вот, чтобы, может быть, вы ошиблись где-то. Такой конструктивный идет. Это что-то новое мы узнаем. Когда вы ошибаетесь, когда вы нас учите. Вот это три ситуации. Вот я хочу, чтобы вам было трудно, и чтобы справились с этой трудностью. Да? Или чтобы вы сами делились. Я называю это Наш первый кадр был уже на преодоление. Пока у вас было все очень легко. Ну, у меня там были замечания по поводу того, что все-таки ноты, вот эта динамика, громче, тише, это все от сцены идет. Вот параллельные терции, которые там сочинил снизу. Нет, что сочинил? Не, ну трудовая песня, она вышла из Южной Осетии. Южная Осетия по традиции трехголосная. Северная Осетия двухголосная. Но именно эта песня, она даже начинается со слов «Вартананжио тахушары», то есть косари с юга. Да, ну там слова так. А можно тогда вот ее спеть втроем, если вот там трехголос, вот чтобы 3 человека спел. Давайте. Вартананжио тахушары.
сейчас опять вам очень легко. И... Ну мы ансамбль, нам в любом случае легко, я просто не понимаю, что ты говоришь. Давайте мы русскую народную споем, которую не знает. Она быстро. Это трудовая А в какой ситуации она происходит? песня косарей. Они косят и поют. Вот как будто вы в момент косьбы это делаете? У нас есть такой момент, ЗИВ называется, это типа субботника. Да, Там это на субботник призыв на помощь, там дом построить, покосить. Вот. И вы ходите и призываете, или что? Или косите? Она начинается с того, что человек призывает. Потом, то есть она Описывает процесс от описывает призыва до процесс, конца да, рабочего там вот дня. в конце солнце заходит, и нам пора. нам пора домой. Мне хочется, чтобы вы пока вот прошлись с этой песней и громко нас позвали, чтобы вот реально позвали. Ну, подожди, хватит мне. Главное, красиво. А мы как бы гости ваши. Еще раз эту песню. Да, вот вы идете. Как сами горы. Ребята, они громко это сделают. Выше запойте, выше можете? Можем. Давайте. А у вас